Своеобразным символом стольного города Башкортостана является вальсовая песня «Уфа – прекрасная столица» на стихи заслуженной артистки России, народной артистки РБ Рагиды Янбулатовой. В 1966 году при возведении курантов на Советской площади ее мелодия была избрана музыкальной эмблемой города. Много лет, каждое утро эта музыкальная композиция, автором которой является крупнейший башкирский композитор Хусаин Ахметов, играла в курантах в центре Уфы. Сегодняшний выпуск проекта «О чем молчит книга» о произведениях Хусаина Файзулловича, хранящихся в фондах Национальной библиотеки имени Ахмедзаки Валиди Республики Башкортостан. Хусаин Файзуллович Ахметов – башкирский композитор, музыкально-общественный деятель. В нотном отделе Нацбиблиотеки хранится книга «Песни и романсы» Хусаина Ахметова 1961 года выпуска. Она ценна автографом автора. В нем он назвал библиотеку хранилищем сокровищ человеческих мыслей, фантазий и воспроизведений. В данной книге содержатся ноты и слова 30 песен композитора. Хусаин Файзуллович Ахметов – крупнейший башкирский композитор. Его творчество сыграло важную роль в становлении башкирской профессиональной музыки, в выработке национального музыкального стиля. Среди произведений, написанных им, оперы, балет, симфонии, хоровые и инструментальные сочинения, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Случайным стечением обстоятельств парень из деревни Чингис Орского уезда Оренбургской губернии, ныне Баймакский район Башкортостана, узнал о том, что проводится набор в Башкирскую национальную студию при Московской консерватории имени Чайковского. Первый год он занимался в классе вокала, но очень скоро выяснилось, что истинное призвание Хусаина Ахметова – это композиция. Ему нравилось импровизировать, подбирать нужный аккомпанемент на любом из инструментов в классе. Вскоре парень начинает заниматься по двум специальностям, как вокалист и композитор. Первыми самостоятельными произведениями композитора стали обработки народных песен «Урал» и «Густая черемуха», а также музыкальное сопровождение стихов Кадира Даяна и Мажита Гафури. Хусаин произвел новое явление в башкирской музыке. Его любимые песни звучали в трехчастной форме на скрипке при сопровождении фортепиано. В электронной библиотеке на сайте bashnl.ru размещен сборник серии из коллекции фольклориста выпуска 1978 года. Его издавало издательство «Советский композитор» совместно со Всесоюзной комиссией по народному музыкальному творчеству Союза композиторов СССР. Песни, помещенные в сборнике, принадлежат к числу наиболее популярных в башкирском фольклоре. Урал, Буранбай, Гильмияза, Биеш, Сибай, Гайса, Азамат, Кемелек, Шауря и другие. Всего в сборник вошло 17 песен с нотами и словами песни на башкирском языке и переводом на русский язык. К книге прилагается пластинка с исполнением композитором башкирских народных протяжных песен. Они были записаны в 1972 году в Уфе музыковедом Гульнар Хусаиновной Ахметовой, дочерью композитора. Записи, осуществленные в бытовых условиях, доносят до слушателей непередаваемое нотами своеобразие живого звучания этих замечательных песен, необыкновенно широкого дыхания в исполнении большого знатока башкирской музыки. Реставрация выполнена в всесоюзной студии грамзаписи фирмы «Мелодия». Как разнятся вершины меж собой, ни высотой, ни видом не похожие, так и таланты, данные судьбой, не одинаковы, как горы тоже. Не старость ли пришла, не от тоски ли ты посидел, стряслась беда какая? Нет, это когда горы высоки, на их вершинах снег лежит не тая.
Эти поэтические строки посвятил другу и собрату Хусаину Ахметову поэт Назар Наджми. Они размещены в книге Натальи Шумской, посвященной башкирскому композитору и также доступны к прочтению в электронной библиотеке. Книга была издана в 1967 году в Уфе. Еще одна книга оцифрованная и доступная к прочтению в электронном виде – «Квартет для двух скрипок, альта и виолончели», изданный в издательстве «Советский композитор» в 1968 году. Произведение, написанное в 1963 году, представляет собой 4-частный цикл. Партитура занимает 62 страницы. Первое исполнение квартета состоялось 19 февраля 1963 года в концертном зале Уфимского училища искусств. Исполнители – квартет имени Римского-Корсакова Ленинградской государственной филармонии. С 1946 по 1974 годы Хусаин Ахметов был художественным руководителем Башкирской государственной филармонии. С января 2009 года учреждение носит его имя. Творчество композитора – плоть от плоти народного искусства, необозримого мира башкирской песни с ее философской глубиной, поэтичностью, славными свободолюбивыми традициями. Искусство его ярко национально и одновременно глубоко человечно.